Полюбившиеся песни в исполнении звезд ингушской эстрады, бесплатные мастер-классы, дегустация блюд – все это на одной площадке. В Центре культурного развития развернулось насыщенное праздничное мероприятие. Как своими руками слепить из глины небольшой горшок, а порадовать себя и родных красочным букетом. Самому шить одежду организаторы подготовили много интересного. Мне очень нравится данное мероприятие. Я уже успел посмотреть гончарное искусство, флористику. И больше всего привлекло внимание войлочное искусство наше исконное. Мне кажется, нужно почаще проводить такие мероприятия, собирать всех, понаблюдать, посмотреть, попробовать себя. Встреча проходит в рамках проекта «Полет мысли». Он стартовал в регионе с начала осени при поддержке фонда «Проект живых историй». «Полет мысли» – площадка, созданная для творческого, интеллектуального и профессионального развития молодежи. Предновогодняя встреча нашей молодежи, наших участников. Мы с сентября месяца проводили встречи с нашей молодежью, общались с ними и сделали такую культурную площадку, где молодежь может реализовать себя, рассказать о своих проблемах, решить эти проблемы какие-то. Ребята понимали, что они не одни столкнулись с этими проблемами, и мы сообща решали какие-то проблемы, думали, как их решить, общались, рассказывали о книгах, рассказывали о культуре, о музыке, обо всем. Молодые люди также поделились своими идеями и планами на жизнь, провели мастер-классы и тренинги, на которых подняли вопросы самого разного характера, волнующие их. Мы говорили про профессии, про наши цели, про те проблемы, происходящие в мире, которые нас тормозят, как мы можем помочь нашей молодежи развиваться во всех сферах жизни, а также в творческой части. Из всех тем мне больше всего понравилась тема популяризации ингушского языка. И вот было весело и познавательно. Этот праздник совместно инициирован организаторами и участниками проекта. Его цель – поднять настроение жителям республики в преддверии Нового года, а также показать гостям и участникам, как можно реализовать себя в самых разных творческих сферах. Как найти себя в музыке, посоветует заслуженная артистка Ингушетии Айна Гитагазова. Советов, конечно, очень много, но главный совет – это если ты мечтаешь быть в этой профессии, да, если тебя гложет эта мысль и не отпускает, пойди и начни что-то делать. Попробуй, не бойся, ничего. Как раскрыть в себе талант рукоделия, подскажут мастерицы из Ассоциации войлочного ковроделия. На мастер-классе гостям подробно объясняют, как сделать вот такое панно из овечьей шерсти. Начинаем с того, что мы делаем раскладку шерсти в несколько слоев, крест-накрест. Затем мы выкладываем уже подготовленный рисунок на эту шерсть и поливаем горячей водой с мыльным раствором. Мыльный раствор используется для того, чтобы скрепить наши волокна шерсти, и чтобы они зафиксировались, и уже рисунок никуда не отходил. В Ингушетии активно возрождается и еще одно народное ремесло – гончарное дело. Чтобы слепить даже небольшой сосуд, нужно немало терпения. Руку упирайте обязательно. Вот эту руку, да? Да, упираем, чтобы у нас жестко стояла рука. Продавливайте прям вот смело-смело. Угу. Отлично. Чуть-чуть, но оставляйте. Элегантно и со вкусом. Девиз, которым руководствуется при пошиве своих моделей Зинель Бекова. Ее работа – гармоничное сочетание национальных ингушских мотивов с современными нарядами. Линии тоже, казалось бы, да, ничего нет такого нового, кричащего. Силуэт тоже давно проверенный. К нему добавили орнамент, добавили шапочку. Получился платье, оно и современное, и в то же время здесь есть элементы национального орнамента. Свои умения мастерица передает и ученицам. К примеру, Хава Абадиева выбирает эскиз для новой юбки. 8-летняя мастерица без проблем может шить себе юбки, кофты, сумки, шила даже платье для мамы и продемонстрирует его на предстоящем показе мод, организованном ее наставницей. Что это будет за платье, можешь нам рассказать? Или это секрет? Ну, если бы это, конечно ж, мама это не увидит, рассказать-то можно. А если мама это увидит, она узнает, какое оно, и все будет неинтересно. То есть рассказывать там не будешь, да, что за платье?
Да, лучше уж самой увидеть на показе. На этом программа мероприятия не заканчивается. Впереди у участников еще дегустация азербайджанского плова и просмотр аниме. А организаторы надеются реализовать больше таких проектов и в следующем году, чтобы каждый из ребят мог найти дело по душе и работать, принося пользу себе и другим. Дана Плиева, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.